И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Сотрудничество на 3 года. Росстат и Статуправление Абхазии подписали соглашение. Как увеличить доходы от туризма? В Минэкономике обсудили материалы по программе «Туротрасли» до 2025 года. Изменили русло рек, и вода вошла в дома. Столичные власти подсчитывают размер ущерба от разлива рек в городе. Росстат и Статуправление Абхазии подписали 3-летний план совместных мероприятий. Перед церемонией подписания российскую делегацию принял премьер-министр Артур Микваби. Репортаж Амрай Мичба. В рамках соглашения 2014 года отношения между двумя стратегическими партнерами развиваются. Подписываются межведомственные планы конкретных мероприятий, отметил, приветствуя руководителя Федеральной службы госстатистики Российской Федерации Александра Суринова, премьер-министр Абхазии. Артур Микваби обозначил важную роль данных статистики при проведении реформ в стране. У нас много вопросов по развитию государственной статистики. Очень важное для нас направление. Я, как председатель правительства, тоже уделяю достаточно много внимания, именно понимая, насколько важна вообще статистика, менеджмент, насколько важно для управления. Хочу сказать, что у нас есть вопросы, которые требуют решения, продолжения решения. Впереди у нас ждут достаточно серьезные реформы, мы ими занимаемся. Тот, кто не имеет информации, ничем не владеет. Руководитель Федеральной службы госстатистики России Александр Суринов заметил, что с абхазскими коллегами плодотворное сотрудничество налажено давно. К примеру, консультировали по вопросам переписи населения Абхазии, которая, по оценке Суринова, прошла на высоком уровне. Наблюдали за успехами, когда коллеги проводили перепись населения. Тяжелейшая работа и важнейшая работа, имеющая некую такую политическую даже окраску, потому что посчитать людей – это самое главное. Коллеги справились, несмотря на то, что это было сложно и коллектив небольшой. В свою очередь, начальник управления госстатистики Абхазии Кама Гоги отметила, что соглашение между российскими и абхазскими статистами пролонгируется, так как 3 года назад оно уже было подписано. По ее словам, в планах совместных мероприятий в области статистики на 2016-2018 годы первоочередным является разработка системы национальных счетов. Основная цель сегодня для нашей статистики – это дойти до системы национальных счетов, разработать и дойти до системы национальных счетов. Но один из важных аспектов – это расчет внутриваловой продукции. Мы занимаемся этим расчетом, но есть у нас еще много аспектов экономики неучтенной, и наша задача будет более глубоко поработать в этой области и освоить эти методологии, адаптировать нашим условиям и сделать более реальные, правильные расчеты, расширить наши показатели. Сейчас в России проходит сельскохозяйственная перепись, которая намечена и в Абхазии. Российские статисты обещали методологическую помощь в ее проведении. После встречи с премьер-министром состоялась церемония подписания плана совместных мероприятий на ближайшие 3 года между руководителями управления госстатистики Абхазии и Федеральной службы госстатистики России Камой Гоги и Александром Суриновым. Амрай Мичба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Мурату Шавгенову, добровольцу из Адыгеи, геройски погибшему в первые дни Отечественной войны народа Абхазии, исполнилось бы 60 лет. В школе номер 2 аула Кошихабль Республики Адыгея, носящей имя Мурата Шавгенова, прошло официальное мероприятие, где выступили его близкие и друзья, учителя, школьники, а также делегация Абхазии и республик Северного Кавказа. Сюжет об этом был показан на ГТРК «Адыгея». Предлагаем его вашему вниманию. На памятную встречу приехали целые делегации, родственники, товарищи, ветераны войны из Абхазии. Все вместе они возложили цветы к мемориальной доске героя. Местом встречи стал класс, где в течение 4 лет тогда еще школьник Мурат выводил буквы в прописи, решал задачки и находил первых друзей. Тогда же он вывел основной принцип своей жизни – помогать людям в беде. Про это свое стремление он говорил в стихах. Я мечтал, чтоб люди все дружили. Руку помощи всегда и всем давали, с открытой душой и благородством жили, чем могли, друг другу помогали. После окончания инженерно-строительного института в Ростове Мурат Шавгенов вернулся на родину. Работал мастером передвижной монтажной колонны. Свой принцип он соблюдал и здесь, чем заслужил уважение и доверие со стороны своих коллег. Это человек, на которого можно было положиться,
в любую минуту, в любое время суток. Он никогда не спрашивал, зачем он нужен. Нужно было сказать, что Мурат нужен. Этого было достаточно. Нам его сегодня очень не хватает. Август 92 года у Мурата подрастали 3 детей. На работе он уже добился успехов, стал заместителем начальника колонны. Казалось, что его ждала впереди безоблачная жизнь. Но 14 августа началась война в Абхазии. На территорию Братской республики были введены силы грузинской национальной гвардии. О боевых действиях жители Адыгеи узнали одними из первых. Уже вечером 15 августа в городе был создан комитет по оказанию помощи Абхазии, отправивший в республику первую группу добровольцев. Все дороги были перекрыты, туда транспорт не ходил. Они выступили и пешком через туристические тропы приехали в места боевых действий. В составе первой группы на войну отправился и Мурат Шавгенов. Перед отправкой он успел зайти к родным. Спустя 24 года в семье помнят эту последнюю встречу. Я его отговаривал, лично скажу. Я говорю, зачем? Может быть, не надо, но видя его решительность, значит, его друзей, соратников в тот момент, в итоге я согласился. Да, надо было поехать и оказать эту поддержку, которую они оказали. Прибыв в Сухум, его отряд направился на разведку к зданию вокзала. Добровольцы попали в окружение. Мурат погиб 1 сентября, помогая вырваться из засады другим. О подвиге адыга по ту сторону гор помнят до сих пор. В городе Ткуарчкале, например, в его честь назвали целую улицу. Мне всегда было интересно, где жил Мурат Шавгенов. Кто он, откуда он приехал. Я знал, что он доброволец, воевал за свободу и независимость братского народа. Когда представилась возможность приехать сюда, я с большим удовольствием приехал. И мне приятно, что его имя здесь не забыто. Встречу завершила минута молчания в память о Мурате Шавгенове и о 10 добровольцах из Адыгеи, погибших за свободу братской Абхазии. Рустам Бзагов, Мурат Пшизов, Юрий Федосеев. Вести, Адыгея. В Абхазии продолжает свою работу проект возвращения имени. На сегодняшний день стала известна судьба более чем 50 человек. Жителей нашей республики, считавшихся без вести пропавшими в Великой Отечественной войне. Сейчас проект активно развивается. Более того, поддержку в его осуществлении оказывают курсанты Сухумского военного училища. Красноармеец Михаил Беня погиб в Великой Отечественной войне в одном из немецких концлагерей. До сих пор он считался без вести пропавшим, и родственники не знали ничего о его судьбе. Но благодаря проекту возвращения имени семья Бени узнала о месте захоронения останков родственника. У моего деда двое его братьев участвовали в Великой Отечественной войне. Младший брат Нестор Тугович, место его захоронения нам известно. А Михаил считался без вести пропавшим до того момента, как с нами связались люди, которые занимались всеми этими вопросами. И мы, конечно же, благодарны всем за то, что проявили инициативу, нашли нас, сказали, где останки нашего родственника. Проекту возвращения имени нет еще и года. Его основная цель – поиск родственников, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Авторы проекта тесно сотрудничают с сотрудниками Республиканского адресного бюро. На сегодняшний день найдено более 50 родственников без вести пропавших солдат. По нашим результатам уже мы нашли около 50 родственников погибших. И мы с ними связываемся, находим их контактные телефоны, по которым мы будем дальше работать. Сложная работа заключается в том, что так как те погибших у нас в картотеке нет, у нас пофамильная картотека, и нам очень тяжело искать родственников, потому что есть, которые были не семейные еще, не было детей, а братья и сестры в данное время мы должны знать их данные, имена и отчества. Всеми силами мы стараемся это сделать. Большую помощь проекту возвращения имени оказывают курсанты Сухумского военного училища. На протяжении всего времени они обходят каждый дом предполагаемого родственника погибшего, вручают им документы и сообщают о судьбе их родных. Курсанты признаются, работа достаточно сложная. Для нас это очень большая радость помочь всем людям в Абхазии. Те, которые потеряли своих родственников и по сей день не знают о их нахождении.
Реакция у них у всех разная. Так как многие правнуки, некоторые даже есть такие, которые, может, даже и не слышали о своих прадедах или прабабушках, которые воевали на Великой Отечественной войне. Реакции у многих людей положительные, люди просто в восторге от того, что мы нашли их родственников, и они очень рады этому. Организатор проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов признается, что идея возникла у него год назад, когда в Центральном архиве Министерства обороны России он обнаружил документы военнослужащих из Абхазии, попавших в немецкие концлагеря. Всего в архиве были найдены сведения о 320 выходцах из Абхазии. Я случайно просматривал историю лагеря в Полоцке, лагерь для военнопленных ДУЛАК-125. Мы в свое время вели там захоронение погибших солдат, которых мы нашли. И представляете, я случайно увидел фамилию Алексей Буюклян из Нового Афона. То есть мне просто трудно было себе представить, что я смогу там найти жителей Абхазии. Я решил поинтересоваться, а что же происходит? Сколько всего жителей Абхазии находится в списках узников концлагерей? Вот сегодня... ровно через год мы занимаемся этим делом. Сегодня этот проект активно развивается. Поиск родственников военнопленных из Абхазии продолжается. Пока в него включилось только абхазское население, но в списке много армян и русских из Абхазии, пропавших без вести на войне. Сария Смыр, Тимур Гуглохия, Абхазское телевидение. Доходы от туристической отрасли в Абхазии можно увеличить в 4 раза. Об этом было сказано на презентации программы развития туристической отрасли, которая прошла в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте. Рабочая группа готовит и предлагает правительству пошаговый план реализации стратегии социально-экономического развития Абхазии. Туризм – это базовое направление в экономике, поэтому Совет начал с презентации программы развития именно этой отрасли до 2025 года. В совещании приняли участие представители органов государственной власти, туристического бизнеса, владельцы турфирм. Репортаж Елены Лолуа. Абхазии нужна дорожная карта в туристической отрасли, инструкция, четкое понимание того, на что нужно делать упор в реализации программы развития туризма на ближайшие 10 лет, сказал министр экономики Адгур Арзинба. А разрабатывать алгоритм действий правительству помогают российские эксперты из ведущей компании по стратегическому консалтингу. Их услуги оплачивает московская абхазская диаспора. Вы знаете, у нас есть замечательный документ, это стратегия социально-экономического развития, которая была разработана Центром стратегических исследований, принята правительством, одобрена президентом. За стратегией идет следующий этап, это программа, уже детальное описание, пошаговая дорожная карта, которая позволит нам уже реализовать те амбициозные задачи и вопросы, которые есть в стратегии. По словам министра по курортам и туризму Автандилагарске, пляжный и экскурсионный туризм – это приоритетные сегменты в туризме. Министр рассказал о текущей ситуации в отрасли. К примеру, в республике 20 тысяч койко-мест в 225 больших и малых гостиницах и отелях. В частном секторе – 40 тысяч. Исходя из этого, Абхазия может принять в сезон всего 600 тысяч туристов, ну и столько же на однодневные экскурсии. В сумме это составляет... Это данные прошлого года, 1,2–1,3 миллиона человек. Почему такой разрыв? Потому что мы пока что мониторим частный сектор. В частном секторе у нас задействовано порядка 65% от общего потока. Далее. Вот из 350 миллионов рублей, полученных в бюджет страны налогов от объектов туризма, почти 300 миллионов составляет гостиничный сектор. В Абхазии сложно посчитать точное число туристов и получаемые от них доходы. По официальной статистике, число туристов, побывавших в республике в 2015 году, выросло на 20%. Доходы от отрасли составили 2,5 миллиарда рублей, но реальная цифра другая – 9 миллиардов рублей. Согласно официальным данным, количество занятых в отрасли более 4 тысяч человек, но по расчетам экспертов это число составляет с учетом занятых в смежных отраслях порядка 20 тысяч человек. Мы с рабочей группой попытались сделать оценку реального оборота отрасли с учетом
тех оборотов, которые официальной статистике пока не видны. Да? Здесь мы вышли на оценку порядка 9 миллиардов рублей, основная часть из которых, скажем так, как раз сконцентрирована в частном секторе, который осуществляет услуги размещения. Также существенную часть составляют услуги питания, которые сейчас тоже в официальную статистику по именно туризму попадают не полностью. Соответственно, в целом получается, что туристическая отрасль, скажем так, в 4 раза ее реальный оборот больше, чем тот, который сейчас фиксирует официальная статистика. Средняя продолжительность отдыха в республике 8 дней, длительность сезона 5 месяцев в год. В среднем туристы тратят в Абхазии 1500 рублей в день. В пиковые летние месяцы Абхазия загружена на 100%, но увеличить емкость туристического рынка не представляется возможным из-за проблем в инфраструктуре. Необходимо расширять туристический сезон, пришли к заключению эксперты. Но чтобы увеличить среднюю продолжительность отдыха, нужно развивать не только популярный пляжный, но и санаторно-оздоровительный туризм. Елена Лоло, Алексей Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. И в продолжение темы. 20 июля на КПП Рицинского реликтового национального парка было реализовано рекордное количество въездных билетов. Всего 7057 на общую сумму – 2 322 450 рублей. Этот показатель является самым высоким за всю историю существования Рицинского реликтового национального парка. Предыдущий максимальный показатель за 20 августа 2015 года составил 6964 билета на общую сумму 2 309 000. Всего с 1 по 20 июля текущего года на КПП Национального парка было реализовано билетов на общую сумму 28 632 700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рицинского реликтового национального парка. Администрация Сухума определяет ущерб, нанесенный жителям столицы в результате стихийного бедствия 8 июля, когда из-за дождей вышли из берегов городские речки. Все данные будут представлены в специальную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Также будет составлен план по очистке русел рек, которые в большинстве случаев и стали виновниками подтопления жилищ. Нисфаршпа продолжит тему. Разлившаяся река Адзябш и ее безымянный приток встретились во дворе дома семьи Цицхладзе. Течение вынесло наружу накопившийся за много лет мусор. Здесь можно найти даже выброшенную бытовую технику, стиральные машинки, холодильники и многое другое. Представители администрации Сухума обходят каждый двор, чтобы составить список пострадавших. В настоящее время мы имеем полную картину, и изучая картину, посмотрели, вот это приток, здесь, значит, идет приток к реке Адзябш. Потом река Адзябш здесь соединяется, в этом дворе как раз идет соединение, поэтому здесь самое, получается, такое проблемное место, где вода поднимается до уровня 2-го этажа. Далее Адзябш у нас собирает еще притоки, уходит уже через Бегуа, железнодорожную, 2-ю Шерскую, Титово, 2-й проезд, то есть там, значит, тоже приносит всякие бедственные положения. Пройтись по жилищам и увидеть русло реки в некоторых местах бывает невозможно. Люди застроили проходы, надстроили перекрытия и возвели над ней дома. Вот сейчас мы пришли, вот здесь как видно, что это общий двор, там все. Это тоже, видимо, до войны было сделано, неважно. Главное то, что дно уже, вот сверху сантиметров 70, наверное, уже на нос. Если даже будут чистить, здесь вода уже не сможет пройти. Жильцы многие говорят, согласны кусок земли терять, какие-то сараи снести, там бани, что у них туалеты. Даже вот здесь они сказали, согласны, чтобы снесли, лишь бы их не топило. В некоторых местах люди и вовсе попытались изменить русло реки самым необычным образом. Все эти изменения специалисты отмечают, чтобы потом нанести на карту и составить единый план действий. Но уже сейчас становится понятным, что без очистки русел рек и углубления дна никакие меры не помогут. К этим работам надо подходить комплексно. Я, например, вижу такое решение: собрать комиссию какую-то государственную, пройти по всем этим участкам, чтобы не только мы, которые люди знаем уже эти проблемы, каждый раз нас сюда приводили, каждый раз нам это все показывали, а люди, которые что-то решают в государстве, чтобы они это увидели обязательно. И уже потом мы можем составить проект, сметную документацию, а потом уже, конечно, изыскивать средства и приступать к работам.
В ближайшее время специалисты, облаченные в костюмы химзащиты, будут изучать выход русла реки от озера в море. Уже сейчас установлено, что глубина до поверхности воды составляет всего 1 метр. Чтобы изменить ситуацию, нужны не только огромные средства, но и специальная техника. Сейчас появилась возможность привести все эти объекты в надлежащий порядок в рамках инвестиционного плана социально-экономического развития Абхазии. Нисфаршба, Тимур Гогохи. Администрация Сухум определяет ущерб, нанесенный жителям столицы в результате стихийных бедствий. Прошу прощения, об этом мы уже говорили, а сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем 27-29 тепла. На этом наш выпуск завершен, и всего доброго.